Добрый день, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии работает Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Цифры дня. Оперштаб назвал количество заболевших коронавирусом за последние сутки в республике. Привлечь внимание к проблеме. Международный день недоношенных детей ежегодно отмечают сегодня по всему миру. Детские сады, школы и больница. В Ленске завершаются ремонтные работы на социальных объектах. Резервный реанимационный фонд в России загружен менее чем на 25%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Поэтому в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена, подчеркнул министр. Мурашко также отметил, что в 53 субъектах России занятость коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом, находится около отметки в 90% и рекомендовал регионам мероприятия по использованию этапности. Мурашко также подчеркнул, что разворачивание коечного фонда не должно идти в ущерб пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Тем временем по республике выявлено 220 новых случаев COVID-19 за последние сутки, из них в столице 126. Вилюйский и Мирнинский районы по 8 случаев, Алданский, Мегино-Кангаласский районы по 6, Ниренгринский район 5 случаев, во многих других районах от 1 до 4 случаев заражения. Летальных исходов от COVID-19 за сутки 3. Лаборатории провели 3450 исследований на коронавирус по республике. Необходимо также обратить внимание, что вчера было подписано новое постановление санитарного врача Российской Федерации, в котором были учтены предложения главы Республики Саха-Якутия, направленные на ускорение получения тестов на ковид в отдаленных и труднодоступных местностях. В связи с тем, что в постановлении главного санитарного врача появились иные возможности тестирования помимо ПЦР, тестирования иными способами. Соответственно, сегодня дано поручение в дальнейшем нашим, особенно арктическим районам, для того, чтобы обеспечить быстрое выявление самой инфекции и определение в последующем при постановке диагноза. Дано поручение нашим районам продолжить закупку этих тестов ИФА по системе ИФА и по ИХА. Соответственно, на настоящий момент 14 муниципальных образований эти тесты уже закупили. Эта работа начата. И, соответственно, такая же установка дана и всем остальным районам республики. В республике возобновляют работу организации дополнительного образования. Напомним, что в республике завершились осенние каникулы для школьников. Со вчерашнего дня начали работу все 649 школ Якутии. 11% из них обучают детей в дистанционном формате. При этом общая установка для муниципалитетов такая, что, исходя из эпидситуации, каждое учреждение самостоятельно выбирает форму обучения. Либо это с посещением школы, либо это проведение каких-то предметов дистанционной формы, либо полностью перевод школ в дистанционную форму обучения. У нас были длительные каникулы, 14-дневные каникулы по всей республике, и, соответственно, мы ожидали снижения активности среди детей и учителей, но, к сожалению, мы не наблюдаем пока снижение заболеваемости как у детей, так и у работников образования. Ежедневно выявляются по 30, по 40 заболевших детей у общеобразовательных организациях и, соответственно, столько же работников образования. Также в Якутии оживляется тренировочный процесс спортсменов. Напомним, с августа в спортивных центрах были открыты только фитнес-клубы и тренажерные залы для населения при определенных условиях. Кроме того, работали стадионы. Теперь же у спортсменов появилась возможность заниматься и в помещении, соблюдая строгое расписание и дистанцирование. Таким образом, в помещении для занятий спортом расчет должен быть 4 квадратных метра площади на человека, а в бассейне на человека 5 квадратных метров. От тренеров в обязательном порядке требуются медицинские маски и перчатки. На каждом объекте установили санитайзеры. Спортивный инвентарь обрабатывают при каждой смене группы.
Раньше мы тренировались дома и где угодно, а сейчас уже идет полноценная тренировка вот в нашем зале. Ага. И сейчас подготовка к чемпионату России идет. Вот в начале декабря в городе Кабардино, Болгария. Промышленные предприятия Алданского района активно противостоят коронавирусной инфекции как на производстве, так и за его пределами. Благодаря этой поддержке в Алдане действует современная лаборатория по диагностике COVID-19 с правом принятия окончательного решения. Подробнее Руслан Павлов из Алдана. В борьбе с COVID-19 компания «Полюс Алдан» не только принимает все меры по профилактике на производстве, но и активно поддерживает жителей Алданского района. Так, местному здравоохранению передано 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и другая необходимая медтехника. Совместно с оперативным штабом в Алдане создана и успешно работает лаборатория по диагностике COVID. Они сделали все возможное для того, чтобы мы имели здесь на месте лабораторию, оснащенную современными методами анализов, в том числе экспресс-тесты, в том числе свабы и все, что необходимо для подготовки персонала. Приглашали видных деятелей науки, которые откорректировали, скажем так, работу здесь на месте, в том числе разделение поточности и все остальное. То есть, по факту, благодаря «Полюс Алдан» мы имеем такую хорошую современную лабораторию, результаты которой, полученные результаты, нет необходимости где-либо подтверждать. В «Полюс Алдан» проводятся регулярные медицинские осмотры, круглосуточный мониторинг ситуации по распространению коронавируса, информирование работников. Обеспечивается запас дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты. Дефицита в оборудовании, в средств защиты в СИЗах нет. Мы имеем резервы на 2-3 месяца вперед и помогаем также району, помогаем детским садам, школам. Ну, в принципе, всем, кто к нам обращается. И самое главное, что был отклик от самого коллектива. Внутри коллектива мы даже на первом этапе, когда еще не имели там серьезных бактерицидных ламп, каких-то там оборудования для дезинфекции, люди своими руками изготавливали какие-то приборы, находя чертежи в интернете и все остальное. Сегодня, конечно, эти вопросы уже решены. На сегодняшний день в «Полюс Алдан» есть все необходимое, чтобы активно противостоять и бороться с ковид. В готовности изоляторы для работников с признаками заболеваний и контактных лиц, обсерваторы с возможностью исполнения трудовых обязанностей. Ведется ежедневный медицинский контроль за состоянием здоровья работников, находящихся на обсервации на больничном с признаком ОРВИ. Дезинфекционные мероприятия проводятся повсеместно, как на производстве, так и в помощь муниципальному образованию поселок Нижний Куранах. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алданский район, Нижний Куранах. В Ленске после ремонта торжественно открыто реанимационное отделение. Это стало возможным благодаря действию в районе программы «Поддержка здравоохранения». В ее рамках Ленской ЦРБ из районного бюджета ежегодно выделяют 29 миллионов рублей. В этом году на эти средства было решено приобрести новое современное оборудование для реанимации. Это 6 аппаратов ИВЛ, 6 современных функциональных реанимационных кроватей, мониторы для слежения за тяжелобольными, кислородные концентраторы, аппараты УЗИ, передвижной рентген-аппарат и многое другое оборудование. Ну и уже за это время, практически вот с момента открытия, монтажа вот этого всего оборудования медицинского, у нас, в принципе, уже прошло немало пациентов. И выписаны они практически в удовлетворительном состоянии. Да, мы поработали на этом медоборудовании. Оборудование себя хорошо показало. Международный день недоношенных детей ежегодно отмечают 17 ноября сегодня по всему миру. Цель этой даты – повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Каждый год в России на свет появляются около 100 тысяч недоношенных детей. Они чаще всего страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы с обучением. Врачи уверены, если ребенок родился, он должен жить, а их задача – ему в этом помочь. Наша цель – это не просто чтобы ребенок выжил, чтобы был недоношенный ребенок, а чтобы у него было качество жизни потом, то есть он чтобы не отличался от больших детей рожденных, от своих сверстников, то есть чтобы он
также мог ходить, видеть, слышать. Основная это наша цель – это качество недоношенного ребенка, качественной жизни недоношенного ребенка в дальнейшем. В Ленске завершаются ремонтные работы на социальных объектах. В дорожную карту попали детские сады, школы и больница. В этом году на их улучшение выделили более 300 миллионов рублей. Что нового появилось в важных для Ленского района учреждениях, разбиралась Ксения Журавлева. Поискать животных и подышать свежим воздухом. Все это маленький Андрей может делать с утра по пути в садик. Добирается в него через парк. Пока малыш не привык каждый раз расставаться с родителями надолго, но родители уверены, скоро адаптируется, как и старший брат когда-то. У нас старшему сыну 6 лет, и он очень любит детский садик «Белочка». И, конечно, удобно, когда старший ходит в один садик с младшим. Поэтому, и, конечно, там очень хорошие воспитатели, заведующие, вообще весь персонал. В марте этого года детский сад «Белочка» закрывали на ремонт. На время его воспитанникам пришлось сидеть дома. Скучали по друзьям. Мне нравится ходить в детский сад, потому что там я играю в корабли из лего. Мы спим, потом просыпаемся, и другой воспитатель приходит, а другой уходит в другую, в ящельки, чтобы воспитать. В детсаду полностью заменили окна, двери, сантехнику и электрику. Положили новую плитку и линолеум. В ближайшее время завершится ремонт бассейна. Изменениями сотрудники довольны. Ожидают партию игрушек. Ой, как мы долго ждали открытия детского сада. Конечно, нравится все, что мы все-таки возвратились сюда. Здесь такая все равно обстановка наша. Все, мы встретились все вместе. Полгода мы не видели друг друга. Это счастье. Просто вот это общение. В этом году отремонтированных учреждений в Ленске стало больше. Строители работали и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и в отделении реанимации. Подготовили площадь для временного размещения детской школы искусств. Но и это еще не все. Заканчивается большой ремонт в начальной школе номер 2. В настоящий момент там уже все идет к завершению. И я надеюсь, что к 1 декабря, наверное, дети уже будут в своей школе. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в Ленском районе продолжают улучшать условия в социальных учреждениях. Что войдет в план ремонта на следующий год, решится в декабре. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе, берегите здоровье, носите маски.